Большая семья Хамзата Таибовича Бачиева живет в этом родовом доме уже почти век. Участок купил дед Хамзата еще в 1922 году, обменял на 2 валов. Здесь же родился и вырос его отец. Сердце усадьбы – кузница, которую Хамзат построил своими руками. Секреты балкарского кузнечного мастерства в роду Бачиевых передаются по наследству. Хамзат Таибович когда-то был в подмастерьях у своего отца, а теперь уже сам учит сыновей ковать дамасскую сталь. Говорят, в России таких кузнецов можно по пальцам пересчитать, но сам Хамзат никому не разрешает называть себя мастером. Мастеров нету. Нету мастеров. Просто Всевышний нам столько времени на земле не отдал, чтобы мы стали мастерами. Просто у нас не хватает времени быть мастером. Мы учимся и учимся. Перед тем, как войти в кузницу, Хамзат всегда благодарит Всевышнего и после короткой молитвы приступает к работе. Каждый день к нему приходят люди с новыми заказами. Одному нужно выковать в подарок настоящий балкарский нож, другому петли для парадной двери, третьему подковы. С большой радостью кузнец работает для мечетей, делает ограды, кованые арабески и украшения для купола. Я новое ничего не выдумываю. То, что было, я стараюсь возрождать. Среди клинков, ножей и топоров Хамзата нет ни одного одинакового. Он постоянно экспериментирует, меняет состав металла, форму и узор. Но в кавказских кинжалах кузнец никогда не отходит от традиций. Вот этим ножом наши старики делали все, и резали скотину, и топорище себе делали, и все, что касается вот того, вот работали вот этими ножами. Хамзат мечтает выковать полный комплект балкарского воина XVIII века, расспрашивает стариков и изучает музейные экспонаты. Так, он уже отковал точную копию боевого топора Айболта, с которым воевали балкарцы в XV веке. А после того, как посмотрел фильм «Гладиатор», загорелся сделать такой же топор с наконечником на рукояти, как у генерала Максимуса. Сейчас кузнецы это что? Это просто играем мы. Тяжести никакой, потому что пневмомолот работает. А раньше были кузнецы, молотобойцы и прочее. Тяжело было. Даже взять один поддув. Раньше мехами поддували, а сейчас кнопку нажал. Специально для нашей съемочной группы Хамзат согласился показать, как рождается легендарная дамасская сталь. Но, как говорит сам кузнец, это всего лишь техника. Его руку ведет Всевышний. И каждый новый узор получается удивительнее прежнего. В прошлый раз на лезвие дамасского клинка проступил рисунок «Лестница Магомеда». Сегодня получилась елочка. Что выйдет завтра, известно одному только Аллаху. Гарму поет, а кузнец подпевает просто, понимаете? И вот надо сливаться с этим. На расстоянии невозможно работать. Надо, вот как огонь себе дает, ты тоже точно так же отдаешь. Потому как ведет себя сталь, кузнец легко определяет, что за человек к нему пришел, с добрым сердцем или нет. Когда человек хороший, то и работа идет как по маслу, а бывает, что даже огонь не разгорается. Особое чутье материала кузнец старается передать своему младшему сыну. Парень целыми днями пропадает с отцом в кузнице и ловит каждое движение и слово. Кстати сказать, уже сейчас сделанные им традиционные балкарские ножи ничуть не уступают отцовским. Когда я вырасту, стану кузнецом и буду продолжать дело отца и делать как он. Каусария Хайдарова и Александр Перевозчиков, телеканал «Россия».